В городе Булунгур Самаркандской области живут крымские татары, выселенные из Крыма в 1944 году. Нефизе Исмаилова родилась в селе Арпат. Родное село она хорошо помнит, будто рассталась с ним только вчера. Bu tarafa Digirmen var idi. O tarafa Bakçalık var idi. Tepeden dağdan su gelir idi. Su etip yerde düşüp, o da Ozenik'teydi. Bizim koyun ortada Ozenik'te denizi var idi. Хорошо помнит Нефизе Ханум и годы войны и выселения в мае 1944 года, когда ее мать с 3 детьми выгнали из дома. Из солнечного Арпата они попали на Урал, в Красновишерский район Молотовской области. Barat, Derevyanı. Onun içine 2 semya. Bizi toplar onda 5-6 semya. Öyle bir balaban çanakta su gibi onu içeriydik. Su çıkarıp olup çalıştım. Dağı biliyorum uzun yolkalar. Kedranın tepesine çıkarıydım. Dağ keseriydik. Vali tekeriydi. Traktör çeker getiririydi. Biz de abrubay çekip son Ozenin kenarına taşırıydılar. Sonra сплав olsa дамбыр жіберерейдік. После снятия комендантского режима семья перебралась в Узбекистан, где жили родственники. Bağ var, işledik. Son только bağlar bunda, başka iş yok. Здесь Нефизе Ханым вышла замуж, стала матерью 5 детей. В Крыму после ссылки она не бывала, но уверяет, дорогу в родной Арпат нашла бы с закрытыми глазами. Hayadi bir saz olur, gül açılsa yaz olur. Men o güle gül diyemem, gül nomuru az olur. Эльвира Усейнова допортационный Крым не видела, хотя не раз бывала там после. Она родилась уже в Узбекистане в 1946 году. 44 yılı anamмен babam Жамбай районының уақытта Нош колхоз дерediler. Babam rahmetli kelгеннен колхоздың қойларын бақты, чобан oldu. Biz вообще қиналмадық. Татаммен ағамдар қойларын сауып, пенір yapып, пенірін кетіріп базарға сатып, Дом культурада директор болып істедім. Қызылық вақытымда пожарный командада анам сау болған вақытында hem секретарка oldum, hem телеграфистка oldum, пожарный командада, hem кассир. Раньше в Булунгуре было много крымских татар, вспоминают женщины. В 90-е годы почти все они вернулись на родину, но некоторые семьи до сих пор живут здесь. Те, кто остался, стараются держаться вместе.